Больше 8 тысяч уголовных дел отправили в суд почти за 10 лет своей работы сотрудники регионального управления Следственного комитета. Высокий процент раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений с момента создания ведомства в 2011 году – повод для гордости, особенно в профессиональный праздник – День сотрудника органов следствия, который они традиционно отметили 25 июля. Из последних громких дел особняком стоит разгром организованного преступного сообщества Юрия Пичугина. Ниточка, с помощью которой следопыты распутали хитросплетенный криминальный клубок, в репортаже Эдуарда Бушуева. Я подъехал сюда, как сказал Азизов мне. Машину поставил вон сюда. Я не помню, это ларек стоял или не стоял. Машину поставил сюда. Они все телефоны положили в машину, на которую я приехал. На кадрах оперативной съемки в форме спецназовца Росгвардии дает показания свидетель, бывший участник группировки. В июле 2010-го он был очевидцем убийства одного из активных членов преступного сообщества Рустама Амонова. Молодой человек, прошедший службу в ВДВ, стал водителем и личным телохранителем Александра Хлынова, правой руки Юрия Пичугина. Ставший по его протекции в начале нулевых вором в законе, Саша Белый или Фигура летом 2010-го при странных обстоятельствах был найден убитым в реке в Ивановской области. Через месяц Амонов приехал в Сыктывкар. Под благовидным предлогом помощи якобы своему раненому боссу выманил криминального авторитета Хадиза Азизова по прозвищу Ломано, а затем попытался застрелить его в микроавтобусе. Тяжелое ранение, в том числе головы, получил охранник Ахмед Исаев, но несмотря на это он смог обезвредить стрелявшего. Участь отступника была решена. Его несколько дней удерживали на базе в столичном местечке Верхняя Максаковка, пытали, а затем решили устранить. И приехали на место, которое он указал, Шамиль. Якобы тихое место, там никого нету. И поехали туда мы. Получается, в автомобиле Шамиля, еще раз повторите, кто находился? Находился Шамиль, за рулем был, рядом был Азизов, сзади был Актай и я сел. А во втором автомобиле кто находился? Амонов, получается, и еще парни, я не знаю, или с базы они, скорее всего, возможно, с базы. Один из лесовозных отворотов грунтовой объездной дороги на Веселовку и стал последним пристанищем Рустама Амонова. Долгие годы о судьбе мужчины не было ничего известно, пока в 2016-м его мать случайно не узнала о гибели сына и не обратилась в Следственный комитет. Расследование убийства и стало отправной точкой разгрома всего преступного сообщества. Перед их арестом следователи при оперативном сопровождении других силовых структур выявили несколько арсеналов оружия, а самое главное – свидетелей, которые дали бесценные показания. Одной из важнейших задач в ходе расследования было обеспечение безопасности свидетелей по данному уголовному делу. Учитывая статус Юрия Пичугина в уголовном мире России, многие из очевидцев обоснованно боялись давать показания, опасаясь за свою жизнь. Масштабное задержание лидера и основных участников преступного сообщества в феврале 2017 года создали условия, при которых свидетели начали давать изобличающие показания. Получив сведения о месте возможного захоронения Рустама Амонова, следователи приступили к раскопкам. Использовали металлоискатели, мотобуры и специальные газовые анализаторы для поиска человеческих останков. Поскольку лесовозную дорогу при обслуживании неоднократно подсыпали грунтом и различным мусором, найти улики было непросто. Погодные условия были тяжелые, каждый день шли дожди, все приходилось делать самостоятельно, лопатой, в дальнейшем ножом. Просеивать большое количество грунта, земли, искать мелкие останки, фрагменты. То есть это такая была кропотливая, сложная, напряженная работа, но своего результата мы достигли. Были обнаружены уже первые костные останки человеческие, фрагменты одежды, позолоченная застежка, фрагменты дерева из кострища со следами термического воздействия и воздействия химических различных жидкостей, но это в основном солярка, бензин. Добыв неопровержимые улики по Рустаму Амонову, за 2 года следствие получило доказательства и по другим преступлениям банды. Прежде всего по 6 убийствам и 1 покушению. 3 человека, согласившиеся на сотрудничество с правоохранителями, уже выслушали приговор. Еще 18 обвиняемых сейчас готовятся к процессу с участием присяжных заседателей. После разгрома Логиновской и Воркутинской группировок Пичугинская ОПС стала финальным аккордом в борьбе с оргпреступностью в Коми. Исследователи СКР сыграли там главную скрипку. Эдуард Бушуев, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.